И снова, как и в прошлом году, абхазских паломников принял иерусалимский патриарх Феофил III. Директор Духовно-нравственного фонда Симона Канонита Евстафия Псильского Рауф Харазия произнес приветственное слово, рассказал о цели паломнической поездки, подарил патриарху картину с Новоафонским монастырем. Позвольте это вам. Спасибо большое. Патриарх Феофил III, в свою очередь, отметил, что рад снова увидеть абхазских паломников на Святой Земле. Я буду молиться, чтобы ваше пребывание на Святой Земле было благословенным, чтобы вы получили то, что ожидаете. И не только за вас, которые присутствуют здесь, но ваши семьи, ваши дети, родственники и, конечно, ваше правительство. Мы все члены одной церкви, так как мы все являемся частями тела Господа. И мы должны стараться сделать все, чтобы существовать в мире и согласии. Глава Иерусалимской церкви раздал памятные подарки руководству фонда, а отцу Далмату преподнес грудной крест. Всех же остальных благословил иконами Пресвятой Богородицы. Вы нам позволили и удостоили великой чести принять нас в этом году снова. Мы начинаем все наши действия с паломническую поездку по Иерусалиму после нашей встречи с вами. И все те добрые традиции, которые были совершены в прошлом году, хотим их уже в дальнейшем превратить их в добрую традицию. И если будет Господу Богу угодно, мы хотим это делать из года в год, что православный народ в Абхазии тоже мог почувствовать благодать светлого огня. Благодарим вас, что вы нашли время для нас. Следующим местом паломничества оказался город Назарет. Здесь на источнике Благовещения был проведен молебен. Это святое для каждого христианина место. Место, где начинается Новый Завет, благую весть, которую принес архангел Гавриил Марии. И эта весть облетела весь мир. Записки у источника – это молитвы верующих, а деньги – это их благодарность. Рядом с источником находится дом Иосифа Обручника. Здесь Иисус провел свое детство и юность. Это святое место принадлежит католической церкви. Манана Кокуски, Роберт Джопо, Иерусалим, Сухум.